важное, торжественное, важное мероприятие. Наталья Альфредовна, директор Дома дружбы, сейчас нам расскажет. Да, дорогие друзья, добрый день. Мы очень рады, что мы к вам приехали, тем более мы приехали с особым проектом. Но я просто хочу проговорить, что кроме того, что я директор Омского Дома дружбы, я еще руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России. Общественно-государственная есть общероссийская такая организация, которая объединяет народы разных национальностей. А если кто-то из вас интересуется темой национальности, темой народных праздников, своей культурой, потому что здесь сидят ребята самых разных национальностей, я уже глазами посмотрела, вот, то, возможно, кто-то из вас был уже в Омском Доме дружбы, получал удовольствие от тех мероприятий, которые рассказывают о культуре народов Омского Прииртышья. Самая главная задача, которую мы ставим перед собой, это единение народов Омского Прииртышья, единение народов России во имя мира на земле. Добрый день, уважаемые слушатели. Я сопредседатель Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации, член Совета при президенте по межнациональным отношениям Патиев Фархад Абдрахманович. Сегодня я приехал вместе со своей командой, руководителем комитета образования Федеральной национальной культурной автономии курдов России Амина Крайш со мной. Здесь также руководитель по делам молодежи и спорта Рустам Тамаи. Несколько слов о том, давайте договоримся с вами, что мы будем с вами проводить это мероприятие в режиме диалога. Я буду задавать вам вопросы, а вы мне отвечаете только поднимая руку. Но отвечайте честно, потому что для нас важно знать, насколько хорошо наши студенты, проживающие в различных регионах России, знают о тех или иных этносах, народах, культурах Российской Федерации. Хорошо? Я называю название народа. Если вы о нем хоть что-то слышали, вы поднимаете руку. Если вы не знаете, не слышали, тогда руку поднимать не надо. Итак, начали. Кто знает из вас, кто такие татары? Так, ну как же. Хорошо. Белорусы. Все знают. Русские. Отлично, вообще все. Так, курды. Вот теперь да. Хорошо. Итак, сегодня мы будем рассказывать о курдах, о курдской национальной культуре, об особенностях этого народа. У меня будет просьба слушать внимательно, потому что мы будем проводить викторину. После каждой части будем проводить викторину, и наиболее отличившиеся из вас получат подарки от Федеральной национальной культурной автономии курдов Российской Федерации. То есть мы приехали не с пустыми руками. Как вы думаете, какие инструменты являются более древними? Ударные, струнные или духовые? Поднимайте руку, кто знает. 10 человек считают, что ударные. Так, у кого есть иное мнение? Так, духовые. Кто считает, что духовые? Кто согласен с ней? Студенты считают, что духовые. Так, есть иное мнение? Кто считает, что струнные? Есть такие? Струнные. А есть неопределившиеся? Поднимите руку, кто не определился. Не стесняйтесь, вот один. Смелее, смелее, тут ничего такого нет. Вы можете и не знать. Смотрите, чтобы понять, какой инструмент древнее, представьте себе первобытное общество первобытного человека. Как вы думаете, что было проще создать? Колотушку или же трубочку, из которой издается свист? Колотушку. Первые косточки. Просто первобытный человек стучал по камням и получал звук.
То есть ударные инструменты это самые древние инструменты, самые древние. На территории каких государств расположен Курдистан? Турция, Сирия, Иран и... Правильно, шаг вперед. Ох, какой большой. Так, вы упадете, смотрите. Ну хорошо, ладно, потом поменьше. Следующий вопрос. Сколько курдов в России по официальной переписи? 67 тысяч. Пожалуйста, шаг вперед. Так. По данным ФНК, в России проживает сколько курдов? 320 тысяч. Ну, 350, ладно, шаг вперед. 300-350. Какие реки протекают в Курдистане? Тигры. Шаг вперед, вы победили. Поаплодируем победителю. Подарок победителю. Дайте ей футболку. А всем остальным журналам. Так, это комиксы «Раскраска», один из проектов Федеральной национальной культурной автономии. Одна книжка — это комиксы народов России, то есть вы читаете, заодно видите, как выглядят костюмы того или иного народа России, какой быт у них, какая утварь. Да. Проходите, присаживайтесь. И оранжевая книжка — это курдские сказки. Ну давайте. Сейчас немного теории. Так, послушаем, приглашаю сюда Амену Крайш, руководителя комитета по образованию, который расскажет вам о курсах национальных костюмах. Пожалуйста. Добрый день. Сегодня я вам расскажу о курсах национальных костюмов. Конечно, мы все не можем рассказывать. У нас очень много костюмов разных. Вы сейчас видели. Это была 4-я часть костюмов. Я вам основные расскажу. Куфи – это головной убор, украшенный золотыми или серебряными монетами. Поверх куфи завязывается платок с бахромой, а спереди ленточкой завязывается шелковый платок. Куфи носят только замужние женщины. 2 вида жилеток, одно без рукав, можно с рукавами. Снизу одевают широкие штаны, собранные у щиколотки, на резинку. Есть и другие разновидности курдских женских национальных костюмов, но все мы рассматривать не будем, только отметим, что женские костюмы, они из очень ярких цветов шьются, несмотря на регионы проживания. Видно? Формируем жгут. И в оставшиеся складки закрепляем. Готов. До уровня губ. Губы и там. Как вам идет? Алик, обязательно фото на память. О, вот так будет О, настоящая курдянка. Кто еще готов? Пожалуйста. Все это уберете. Молодец. Вот, так, спасибо.
Готовы? В традиции курдов семейный обряд, оформляющий создание новой семьи, олицетворяет собой величайшее таинство рода. С давних пор приверженность обычаям регламентировала все сферы жизни курдского народа. Хранительницей традиций испокон веков была именно женщина. Она – сердце семьи, духовно-нравственный стержень рода и всего общества. Практика браков по договоренности между семьями, вопреки желанию молодых, не имеет отношения к курдским национальным традициям. Портрет курдского народа на протяжении его многовековой истории формировали традиции, наделяющие женщину благородным авторитетом, а мужчину полной нетерпимостью к насилию и безнравственности. Внимание, вопрос. Скажите, в каком костюме я сейчас одет? Если мужчина, курдский мужчина, одевает костюм черного цвета, значит он куда собрался? В каких случаях одевается черный костюм? Поднимаем руку. Деловой стиль, официальные встречи, шаг вперед. Да. Если это встречи, черный костюм. Еще какой костюм одевается? Да. Белый, правильно. Черный и белый костюм говорит о том, что человек собрался на встречу. То есть, если вы, приехав в Курдистан, увидите, что кто-то одел черный или белый костюм, значит, он едет куда-то на важную встречу. Кто? 4 в клубе. Все, нет. Так? 12? Нет? Вы победитель. Курдская культура, вы овладели подарок в студию, всем остальным журналам. Так. И журнал мне тоже дайте. Да. Вот человек владеет необходимыми знаниями. Сейчас я предоставлю слово следующему выступающему, Рустам Тамаи. Он у нас является параллельно студентом Уральского государственного юридического университета. Приехал к вам сюда из Екатеринбурга. Тема курдские танцы. Да, добрый день, друзья. Приехали к вам из Москвы. Поезд прибыл в Омск с большим опозданием, но ради встречи с вами нам точно того стоит. Я расскажу вам про Говенд. Говенд – это неотъемлемая часть культурной традиции курдов. Танец, дошедший до нас в своем первозданном воплощении, стал зеркалом истории. Он сохранил в себе саму жизнь во всех ее проявлениях, отражая события, пережитые на протяжении многих веков. Говенд повествует исторические сюжеты былин и отважных героях, воспевает силу любви и красоту традиций, раскрывает духовность и национальные ценности народа. По сути, это рассказ, в котором движения заменяют слова. Всего существует более 400 видов говенда, каждый из которых обладает яркой индивидуальностью. Говенд – это групповые танцы, целью которых является коллективное эмоциональное самовыражение. Говенд танцуют как несколько, так и сотни человек. В дни национальных праздников на улицах курдских городов огромное количество людей танцуют говенд. И это очень красивая и завораживающая картина. Хочу обратить ваше внимание, что курды на свадьбах танцуют в национальных костюмах. То есть на свадьбу приходят в национальных костюмах мужчины и женщины. Не везде, правда, но эта традиция сейчас продолжает возрождаться и распространяться везде, в том числе и в России. Давайте еще 7 сюда пригласим и проверим их. Так, вы хотите попытать свое счастье снова. Так, давайте идемте. Кто еще? Смелее. 3, 4, пожалуйста, да. 5. Еще двое. Девушки, смелее. Многое зависит от вас в этой жизни. Когда вот уже
свадьба начинается, едут за невестой ее забирать из дома невесты. Едет ли жених туда? Друг жениха едет, да, правильно. Жених не может ехать за невестой, он должен ждать ее там, дома. Правильно, шаг вперед сделан. Дальше. Чем бьют по голове жениху, когда привозят невесту к нему домой? Подушкой. Сколько раз? Для чего? Чтобы судьба, удары судьбы были такими же мягкими, как удар подушки. Шаг вперед. Хорошо. Ну, в качестве завершения нам было очень приятно сегодня здесь перед вами выступить. Надеюсь, нам удалось донести до вас, кто такие курды, что из себя представляет курдская культура. Некоторые из вас также продемонстрировали свое умение слушать, отвечать на вопросы. Ну, я от имени ФНК курдов и от имени второго сопредседателя, у нас, поскольку равенство мужчин и женщин, у нас 2 руководителя в организации всегда. Это необычная практика для различных народов, но и в целом для Ближнего Востока это вообще немыслимая вещь. Потому что если руководитель в правительстве есть, то он не один мужчина, их 2 всегда, мужчина и женщина. В парламент возглавляет 2 человека всегда, мужчина и женщина. Администрации городов, мэры городов, не один мэр, всегда 2 мэра, 1 мэр мужчина, 1 мэр женщина. В судах все то же самое. В армии мужчина и женщина. И в организациях, как наша Федеральная национально-культурная автономия, у нас 2 руководителя. Мужчина и женщина. Я уже несколько лет задаюсь вопросом, почему сопредседателей 2? Оказывается, это национальная традиция. Равенство мужчин и женщин. Равенство 2 начал. Спасибо большое, успехов вам в жизни. Всего доброго. Себя от студентов, присутствующих здесь, и от коллег, выражаем вам огромную благодарность в проведении такого замечательного этнографического мероприятия. Я думаю, студентам было очень интересно поучаствовать, тем более получить какие-то призы. Мы теперь много знаем, кто такие курды, их традиции. Я думаю, что не удивлюсь, если у нас кто-то появится в платочке в ближайшее время, повязанным именно таким же образом. Мы вам благодарственное письмо такое вручаем, да, желаем вам благополучия и успехов в ваших мероприятиях.